मकसद असली Родные и близкие таджикского правозащитника Иззата Омона, находящегося в заключении в Душанбе, сообщили об ухудшении его здоровья. Сын правозащитника Мухаммад Юсуф Холов в беседе с радио Азади сказал, что его отец недавно перенес коронавирус, в ходе которого был госпитализирован в одну из больниц города Москвы. После выписки еще не успел пройти восстановительный период. Ранее 30 марта Мухаммад Юсуф Холов после встречи с отцом в одном из столичных ИВС заявил журналистам, что представители МВД Таджикистана обещают освободить его отца после того, как он возместит якобы нанесенный им материальный ущерб. С того момента прошло более 10 дней, и Иззат Омон все еще находится в заключении. Напомним, что первые сообщения о пропаже Иззата Омона в Москве появились в соцсетях 25 марта. 26 марта МВД Таджикистана опубликовала на своем сайте информацию о том, что правозащитник находится в розыске по обвинению в мошенничестве. 27 марта таджикские правоохранители сообщили о задержании Иззата Омона в аэропорту города Душанбе. Это вызвало бурю возмущения и негодования как среди граждан, находящихся в трудовой миграции, так и внутри страны. Люди начали публиковать видеообращения с требованиями немедленно освободить Иззата Омона. В ответ режим Рахмона запустил в социальных сетях своеобразный ответный флешмоб с видеообращениями людей, обвиняющих Иззата Омона в различных преступлениях. Журналисты сразу же обратили внимание на постановочный характер данных видеозаписей. Наблюдатели отмечают, что таджикский режим не ожидал такой гневной реакции народа, вступившегося за правозащитника, ведь это уже далеко не первый случай, когда политические активисты или критики режима пропадают в России, оказавшись впоследствии в таджикской тюрьме. Однако доселе такой реакции со стороны общества еще не было. Редакции Хабархо стало известно от источника, близкого к таджикским силовикам, что за последние 2-3 месяца правоохранительные органы занимаются в стране своего рода охотой на ведьм. Более 1000 человек, среди которых в основном молодые люди с оппозиционными настроениями, пострадали от действий сотрудников МВД и ГКНБ. Людей, не согласных с действующим режимом, вызывают либо насильно доставляют в учреждения вышеупомянутых структур, устраивают им допрос с грубыми нарушениями процессуальных норм, просматривают данные их смартфонов, угрожают им уголовной ответственностью, в некоторых случаях избивают, а также вымогают деньги у их родных взамен на освобождение.